Добрый вечер, меня зовут Пономарев Иван, я палеонтолог. Так, я хочу вам свой доклад, какой едем в древние. Итак, есть такие люди-археологи. Они любят копаться в доисторическом мусоре и иногда находят там кости древних животных, которые когда-то съели эти древние. И вот, эти кости, они не знают, что с ними делать, отдают палеонтологам. А так как я молодой палеонтолог, то объедки древних людей достаются мне. И вот, у меня кости из 3 стоянок, которые по времени тянутся от ледникового периода до современности. Я скажу, что все эти стоянки просто полны костями животных. И это нам четко говорит о том, что наши предки не были веганами, они всегда любили мясо. Итак, у меня не было никакого крутого оборудования, никаких крутых приборов. Я просто определял кости, ставил рядом линеечку и фотографировал. Вот, в принципе, вот так оно выглядит. И вот, пещера Хайергас. Хайергас — это первая моя стоянка. Это пещера древняя, где жили люди каменного века, где люди ели мясо. И вот, в этой пещере есть слои земли, которые делятся примерно вот так. Слои ледникового периода и слои после ледникового периода. И как видите, слои ледникового периода просто полны костей и всякими разными животными, а после ледникового они очень бедны. Как же так? Ледниковый период — это же времена страшного мороза, собачий холод и все такое. Все должно вымерзнуть насмерть и все такое. Но жизнь била ключом в ледниковом периоде благодаря крови. Нет, это не в том смысле, о котором вы подумали. Почему мамонты вымерли? Роман закончилась. В какой-то смысле это просто трава, там, где очень много травы, там целое море животных. И если там целое море животных, то там целое море мяса. А там, где море мяса, там были наши предки с копьями и мочили этих мамонтов, косорогов и тому подобное. Ну, главное, что по голове бивнем не получить, тогда все нормально. И вот. Нет, верните, пожалуйста. И вот. И вот эта вот природная экосистема, богатая травой, называлась тундростепь. Это такой аналог африканской саванны, но на мертвой земле. И фауна на ней жила тоже очень похожая на африканскую. Там в Африке жили слоны, у нас волосатый слон мамонт, там жил носорог, у нас волосатый носорог, там жил лев, у нас пещерный лев и тому подобное. Странно то, что волосатых людей у нас не появилось. Так, следующий слайд. Чечена? А его не поймали. Вот понимаете, вот тогда и скажем. И вот поэтому, да, после ледниковые слои, они так бедны фауны, потому что, когда закончился ледниковый период, стало очень мало травы, вместо тундростепи выросла тайга и тундра. Кстати говоря, тогда вот этой тайги, вот этого сплошного леса не было. Это все в какой-то мере вымирание мамонта и фауны и исчезновение этой густой травы. В какой-то мере здесь есть ответственность людей, и поэтому тайга, возможно, это наша вина. Ну ладно. Следующий слайд. Вот примерно вот так вот выглядели мои кости. Это вот баланда носорога, плечевая кость бурого медведя молодого. Я сначала думал, что это ребенок. Но потом меня научный руководитель по башке ударил. Вот сказал, это медведь. А вот это вот чьи-то зубы. Следующий слайд. Следующая мастерка — это шампа. Археологи говорят, что это святилище, потому что там есть какие-то рисунки, которым, видимо, там они поклонялись и тому подобное, молились. И там были кости крупных зверей, таких как северный олень, волк, лось, собака. И, по всей видимости, они были такими подношениями духом. Вот видите, даже духи в Якутии не были веганами, они любили мясо. И помимо крупных зверей были кости маленьких животных, там бищуха. Ну, бищуха — это типа зайца, но похожая на мышку. Заяц, не знаю, мышь, всякие кости мелких животных. По всей видимости, вот эти вот целые кучи костей маленьких животных, все из-за, следующий слайд,
него. Вот, хищные птицы, такие как совы, филины, любят таскать мелких животных, всякие пещерки и там их кушать. Хотя, возможно, эта сова тоже делала подношение духам, такая сова-язычник. Черт его знает, что тут у сов в голове. Следующий слайд. Вот примерно так и выглядели. Вот эта часть ноги волка, вот это вот нижняя челюсть соболя, зайца, пищуки. Вот пищука, ну она не полностью пищука, там. Следующий слайд. Вот видели, все свинячкой. Заметили? Это теперь это Ор-Хая. Там находится внешний желтый слой, он средневековый, а верхний 18 век. Что тут примечательно? Тут появились домашние животные. Лошадь, корова. Это ближе к средневековью. На территории Якутии стали приходить предки якутов. Они были скотоводами и притащили сюда этих лошадей и коров. И скотоводство, оно очень выгодно, потому что если у тебя неудача на охоте, ты просто зарубил свою корову, и у тебя мясо есть. Все. Резервное. Да, резервное мясо. Если что, можно завалить любимцев. Следующий слайд. Но самое интересное здесь то, что оказалось, что здесь находятся кости каких-то очень маленьких карликовых коровок. Вот. Это первая фаланга какой-то маленькой карликовой коровы. Вот это вот современная корова нормального размера. Видите? Все увидели? Точно. Это не детеныш, потому что тут эпифиз прирос. Поняли? Кого? Ты поняли? Ну вы не поймете, просто поверьте мне. И вот эти вот маленькие коровы, они жили одновременно с коровами нормального размера, от средневековья до 19 века. У меня тут появилась такая спекулятивная теория, то, что в Якутии раньше существовала цивилизация маленьких якутских хоббитов, которые пасли маленьких коровок, но научное сообщество отвергло эту идею как слишком РЕН-ТВшную. Да. Поэтому у меня родилась какая-то другая гипотеза, то, что по легендам якуты, они сплавлялись на плотах по реке, а если здоровую корову затащить на плот, она ее тупо потопит. А можно было просто затащить маленьких коровок и телят коров обычного размера. Тогда можно спокойно сплавиться до долины Тюрьмады и тому подобное. Пока эти маленькие телята они растут, можно просто доить этих карликовых коров, пока большие не вырастут. Хотя не верьте тому, что я сейчас сказал. Это гипотеза, она спекулятивна, нет никаких доказательств. Там поверил кто-то, ну ладно. Следующий слайд. Ну, по большей части кости выглядели у меня вот так раздробленные, разбитые. Такие вот красивые косточки редко попадались. Новая линейка. А? Новая линейка. Новая линейка. Более гламурная такая. Судя по всему, ты выбирал, да? Хотел, да? Следующий слайд. Итак, я подхожу к концу. Как я уже сказал, древние якутяне не были веганами. Люди в древности жрали всех, кого только могли поймать. И все время люди мусорили и оставляли мусор, с которым я потом работаю. Которые археологи откопали, а я с ними работаю. Поэтому не разочаруйте своих предков, ешьте мясо, будьте здоровы, спасибо за внимание. Спасибо! Не уходишь? Забыли про вопросы? У кого есть вопросы, Иванов? Сейчас бы Денис Антипин возмущался по этому докладу, я знаю. Где он? Женщину поймал, тоже съел, не поймал. Ну как, она готовит, ну что? Давайте. На этих ценках находили людей? Ну, в Хайльгасе выбитый зуб находили, а так других костей от людей не было. А что доказать, что наши предки ели итальянские кушать, я не знаю. Как доказать обратное? Обратное? Ну, как доказать?
достаточно найти. Ну, там есть, у европейских государств используют такой интересный метод, там, фтороэтованный, очень сложный химический метод, а так как Якутия в этом плане, она... Ясно. Вы там держитесь.